Более 9 тысяч подписей граждан со всех районов республики собрали участники движения за 20-ю статью Конвенции ООН. В Сухуми на площади Свободы продолжается мирная акция протеста. 6 человек отказываются принимать пищу, пока их требования не будут выполнены. В связи со сложившейся ситуацией на площади Свободы собрались люди. Во время акции стало плохо двоим участникам голодовки – Марине Агарба и Боте Ажева. Люди пошли на крайний шаг. Они рискуют своим здоровьем, но мы не видим никого здесь. Мы хотим сказать всем, что пока здесь у нас 5-6 человек голодуют, если мы не увидим перспектив, вынуждены будем, здесь гораздо больше людей сядут, но давайте не будем до этого доводить. Мы один народ, одна страна, наши народные избранники, наша власть должна нас принять. Никакого назад отката не будет. Я говорю не только за себя, в первую очередь за тех, кто объявили голодовку. Они не смогут остановиться, а мы вынуждены будем и гораздо большем количестве их поддержать, потому что их требования ради нас, ради нашего будущего. Мирную акцию протеста поддержала и абхазская диаспора в Турции, где также идет сбор подписей в поддержку 20-й статьи. ويا مشتاق أجر جوبكوا أبصر أبخي نرجلنا رزق خزخزة يا أرتزاب خيرك وشهايت درجية شوب أنا بتصيره يرى تركتلت يا زقوان كوا ماجك يا خزة يا برخاجو ميليتسيا جانا خلا بروبلما كوا الله رح زارا نقول يقول تتاكم زرو براجي أملا شرا يلا جركون رجويتاز يخجيو بريوز زارا براي يقولوا أبراجي يزبط يويبش ما политика تخرخارتك وزمو جوانا جرك زمو ورزقي يتشكني يتقلب. Участница голодовки Асида Корто поблагодарила всех собравшихся за поддержку и обратилась к ним с просьбой проявить терпение и подождать еще немного. Мы хотим, чтобы приняли закон, значит, мы идем по законному пути. Если наш уважаемый парламент, состоящий из 35 человек, не встанет нам навстречу, 9 тысяч голосов, подписи мы имеем, тогда мы сами тоже будем знать, что делать. Пожалуйста, давайте дадим им время. Они нас попросили, они нам обещали, имена депутатов названы, мы знаем, кого мы можем вытащить сюда к нам на площадь, и каждый из них, я вам лично обещаю, каждый из них придет сюда, смотря вам в глаза, будет держать перед вами ответ. Они наши избранники. Спустя некоторое время собравшимся на площади людям объявили, что в парламенте республики проходит заседание профильного комитета, на котором обсуждается тема внесения поправок в антикоррупционный закон. Сейчас, в данный момент, идет комитетское заседание, где мы еще раз прошлись по нашим общим поправкам, которые уже наизусть знаем и мы, и уважаемые депутаты. Нам обещали, что завтра будет сессия, на которой закон будет принят. С нашими поправками. У нас, по сути, с депутатами видение, во всяком случае сейчас, одно. Мы изначально все эти годы предлагали меру наказания за незаконное обогащение должностными лицами, отстранение от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. Мы никогда не предлагали тюремные сроки, если не вводить тюремные сроки, если не вводить конфискацию и на первых этапах ограничиться отстранением от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе, то никаких особых трудностей по введению этой статьи не будет. Сейчас депутаты думают над тем, собирают юристов, можем ли мы вообще и в этот закон, если там нету тюремного срока, если у нас в статье 15 этого закона за предоставление заведомо ложных данных, отстранение без права восстановления на госслужбу, там же и прописать эту меру и все. Но, возможно, придется и в УК вносить. То есть этот вопрос решится в течение суток. После этого было решено делегировать в Народное собрание группу из 7 человек, чтобы они имели возможность присутствовать на обсуждении. Это список от народа, от лица тех, кто сегодня собрался, от лица тех, кто болеет за нас душой все эти дни, которые приходят, поддерживают нас, сидят тут с нами каждый день, почти с нами вместе голодают. Кадыр Аргун, Нукзар Аргун,
Рауль Смыр, Сабу Анзор, Актай Чкотуа, Роин Джагмазия, Лариса Тарбам, Зебея. Я надеюсь, никто не будет против. Участники акции голодовки вновь подтвердили намерение не прекращать акцию, пока их требования не будут выполнены. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.